Дальше идем. Мы можем назвать такого автора, как Геласи Кесарийский, который пишет: учение Христа в III веке приняли живущие вдоль Понта, Иберы и Лазы. Вот вам прямое указание, что вдоль Понта, то есть Черного моря, живут Иберы и Лазы. Здесь никто другой здесь не называется. Никто другой не называется. Дальше. Вот такой автор IV века Руфий Авиен. Вот он пишет: к юго-востоку от Зыгов, это вот где старая Лазика, это значит, как я вам уже говорил, где-то вот в районе Туапсе. Вот к югу от Туапсе он пишет: живут, вот прямо, вот он как, я цитирую, энергичные колхи и суровые иберы. Вот вам прямое еще одно указание о том, что на этой территории не разные этносы живут, а живет один народ. Один народ живет. Ну, племена разные, но народ один. Так, дальше. Есть для меня очень важный источник для изучения этнической истории. Это, знаете, много византийских авторов, начиная примерно с 3-4 века особенно и дальше. Византийские авторы, очень многие авторы пишут о происхождении народов мира. О происхождении народов мира. И вот они, как тогда было принято, значит, родоначальником всех берут Ноя, библейского героя Ноя, и его трех сыновей, Сима, Хама и Яфета. И все население мира стают потомками вот этих трех сыновей Ноя. И все население мира они распределяют по происхождению. Вот эти народы, которые живут там где-то, произошли от Хамма, это от Сима, а вот эти от Яфета. От Яфета произошли и народы, живущие в Грузии, в том числе в Западной Грузии. И вот они перечисляют эти народы. Ну, сейчас для нас важна не сама концепция происхождения народов. Ну, эти народы, наверное, не так происходили. Но для нас важно, что они берут определенный регион и нам дают сведения, какой народ на этой территории живет. Понимаете? Вот это важно. И вот для нас тоже с этой точки зрения важно. Вот мы вот с IV века вот очень много авторов пишут, кто живет, кто вот эти потомки Яфета на берегу Черного моря. Чтобы всех авторов, я могу назвать очень многих, но я не буду всех называть. Но есть один очень важный документ, который называется «Пасхальная хроника». Пасхальная хроника – это документ VII века. Документ, анонимный документ. И этот документ от сотворения мира до VII века дает нам описание, в каком регионе какие народы живут. Вот в этом смысле это очень важный исторический документ, очень важный документ. И что вы думаете, кто живет на берегу Черного моря? Там, опять-таки, колхи и иберы. Никто, никаких апсилов, никаких абазгов, вот эти авторы не называют.
авторы, которые специально изучали в том или ином регионе, какие народы живут и кто они по происхождению. Это они изучали по заданию там, императоров и так далее, не по собственной воле, по заданию императоров изучали. И вот как раз потом представляли данные вот этому императору. И вот вам, пожалуйста, масса источников, доказывающих и показывающих, что на берегу Черного моря живет один народ, один этнос, а не многочисленные народы. И многие византийские авторы, которые по другому случаю, когда там чего-то пишут, называют апсилов и абазгов, те же авторы, когда пишут о происхождении народов и о том, на какой территории, какой народ и от кого, от Яфета или от Хама или от Сима, они там только иберов и колхов называют. И вот это как раз доказательство. Для меня это самое важное доказательство того, что на этой территории жили именно грузины. Ну, сейчас, если вернемся к археологическим материалам, мы, конечно, имеем археологические материалы и того периода, не только там каменного века, но и уже первого, второго, 10 и так далее. И однородность этого материала доказывает и показывает, что там на самом деле жил один народ, там одна культура, там не несколько культур, а одна культура. И вот как видим, это колхидская, иберийская культура. И если какие-то авторы и какие-то там правители там называют разные племена, это, знаете, от Римской империи исходит: разделяй и властвуй. Это, знаете, это формула всех империй, начиная от Римской, потом Византийской и Российской. Между прочим, Российская империя, когда описывала, проводила перепись населения на территории Грузии, писали не грузины, грузины писали, а грузинами называли только восточных грузин. А всех остальных, емеретинцев отдельно писали, гурийцев отдельно, негрелов отдельно, сванов отдельно там, и так далее, там горские народы, там шевсуры, шавы, все это были разные народы. Вот так они описывали. Так. И это известно, это все, все империи так поступали, и, конечно, это от Римской империи исходит. И продолжилось в Византийской империи, и дальше продолжилось в Российской империи. Так. Дальше. Знаете, вот авторы, которые нам доказывают до сегодняшнего дня, что апсилы и абазги – это все же предки современных абхазов, что у них есть в руках? Вот что? На основе чего они это доказывают? Археологический материал об этом не говорит. Я вам уже привел куда больше авторов, которые на этой территории называют только грузин, чем тех, которые называют там много племен. Вот те, которые называют грузин, одних грузин, их куда больше. А вот что они имеют? Ну, я особенно имею в виду грузинских авторов, которые пишут об этом. Только фонетическое сходство. Вот апсил – это апсуа, нам говорят. Абазг – это абхаз. Вот сходство, фонетическое сходство. Больше никаких аргументов нет. Я вам могу назвать современных грузинских выдающихся таких ученых, например, академик Тамас Гамкрелидзе, который недавно умер, он был президентом Академии наук, это величайший ученый. Он очень просто доказал, он владел где-то, как-то у него спросили, сколько вы языком владеете. Я говорю, точно не знаю, то ли 15, то ли 20, вот примерно. Ну, в том числе и греческий, или какие вы хотите, он языков не знал.
он доказал, что абазги – это грузинское слово, это абхазы, а никак не греческое. Это у него специальная работа на эту тему. Есть академик и ныне здравствующий Давид Мусхелишвили, который доказал, что абсилы – это предки грузин и никакие не предки, это современных крупных таких ученых, я говорю, очень крупные ученые, и вот они как раз вот сказали это. Кроме того, господа, вот я вам хочу вот такие примеры вот привести. Вот что значит руководствоваться только фонетическим сходством, только фонетическим, вот созвучием слов. Вот одно слово созвучено с другим, и вот значит там уже все, это одно и то же. Это далеко не так. Вот, например, возьмем апсилы. Апсарос называется древнеиндийское божество. Древнеиндийское божество называется Апсар. Понимаете? А что, тоже с абхазами? Здесь налицо же фонетическое сходство, созвучие этих слов. Но это же далеко не так. Апсат – это сванское божество, а также божество карачаевцев, балкарцев и осетин. Вот это пример того, что созвучие слов не всегда дает нам основание утверждать, что эти слова, эти понятия идентичны. Едем дальше. Для меня что является самым главным аргументом того, что на этой территории жил один народ, и этот народ был грузинский. Вот уже в 8 веке нашей эры, возникает царство, которое называется Абхазским царством. Абхазское царство Западную Грузию, всю Западную Грузию. Но хочу, чтобы вы имели самое такое общее представление, как владетели Абхазии стали царями вот западно-грузинского царства. Как они стали? Вот в 8 веке, в начале 8 века, Грузия находится под владычеством арабов. В том числе и Западная Грузия переходит под владычество арабов. Ну, там, конечно, было влияние в то время и господство, можно сказать, византийцев, но правитель Эгриси добровольно передал арабам всю Западную Грузию. Но тогда Византия царей Восточной Грузии, царям Восточной Грузии подчинил Западную Грузию. Царям, это Степанос III называется, 710-738 год. И вот он переходит в Эгриси, когда император антийский Вардан Филиппик назначил его фактически царем Эгриси, он переходит в Эгриси со своим сыновьями, со своими, которых звали Мир и Арчил. Вот этому Миру и Арчилу пришлось сразиться с арабами. Это был страшный такой бой, в котором грузины победили. Арчил и Мир – это правители Восточной Грузии, которым византийцы дали и Восточную Грузию. Фактически здесь тоже происходит объединение Грузии, но это не такое уж
такое некрепкое такое образование было. Но факт то, что цари Восточной Грузии правили из Западной Грузии. Но здесь вмешивались и византийцы, и арабы, и ни в Восточной, ни в Западной они крепко власть не держали. Хотя считались царями и Восточной, и Западной Грузии. Так. И вот Мир и Арчил за свои заслуги, за победу вот в этой войне от византийского императора Леона III. А вот когда эта война была с арабами, Леон III возвращался из Северного Кавказа через Колхиду, через Абхазию, через Абхазию, хотел вернуться в Константинополь, и он никак не мог из-за арабов вернуться. И вот когда Мир и Арчил разгромили арабов, они помогли этому Леону вернуться. И вскоре он становится там императором. Он был на Северном Кавказе, и вот этот посол там императором становится. И вот он в знак благодарности вручает Миру и Арчилу, Миру корону Западной Грузии, Арчилу корону Восточной Грузии. Потом происходит еще одно сражение с арабами. Это уже Мерван Глухой, по грузинским источникам Бурван-Хуру. Это страшный завоеватель. Вот с ними пришлось сразиться. Ну, его победить так особенно не удалось, но им Мерван Хуру тоже их не победил, ему пришлось отступить. Но Мир, это имя этого правителя, да, Западной Грузии, у которого корона Западной Грузии, он погибает в этой войне. Ну, он получает ранение и после войны погибает. На дочери этого Мира женился Эриставий, владетель Абхазии. Дочери звали Гурандухт, и вот на Гурандухте женится Леон, правитель Абхазии. И вот корона Западной Грузии передается Леону. Обратите внимание, корона Западной Грузии передается Леону. Если он был каким-то чужаком, если он... Батон Джимал, у вас звук пропал. Так. Сейчас как? Все, сейчас слышу. Слышали вы, да? Значит, вот так правитель Абхазии получает корону Западной Грузии. Правитель Западной Грузии погибает, и он своему зятю передает корону Западной Грузии, правителю Абхазии. И вот там еще был правитель, сын Арчила, правителя Восточной Грузии, Иоанн. И вот когда умер этот Иоанн, он был бездетным, и престол пустовал. И имея корону Западной Грузии, потомок Леона I, Леона II занял на законных основаниях этот престол. Корону имел Западной Грузии и занял. И вот так сформировалось Абхазское царство, которое существует, это 80-е годы 8 века уже, и это царство существует до конца X века. Так, кто живет в этом царстве? Ну, нам говорят, это царство делилось на 8 областей. Одна область севернее современного Нового Афона, современной Гудауты и дальше туда, называлась Абхазией. А остальные области там разными именами назывались. Там Сухумская, Сухумская, Западная Грузия – это одно. Когда нам говорят, что вот в царстве
и абхазы, современные абхазы жили совместно с грузинами, да, пожалуйста, но почему тогда, почему ни одной строчки, написанной на абхазском языке, от этого царства не осталось? Это царство оставило великую культуру оставило, и оно до сих пор существует. Письменная культура, вся она грузинская, и ничего не грузинского этой культуры нет. Отсюда я и многие другие историки утверждаем, что тогда, да, абхазы жили, но это были абхазы, которые говорили на грузинском языке, которые писали на грузинском языке, молились на грузинском языке. Так говорят источники, которые остались от этого абхазского царства. В современном понимании ничего абхазского, от этого царства не осталось. Пусть покажут, если осталось. Ничего нету. Ничего абсолютно. Ни одной строчки. Пусть грузинскими буквами, но на абхазском языке. Или греческими буквами на абхазском языке. Ничего подобного. Много, еще раз повторяю, источников. И все эти абхазские цари, вот существуют надписи абхазских царей. И на каком языке? Естественно, на грузинском языке. Все церкви, храмы на территории современной Абхазии расписаны на грузинском языке. И никакого другого. Есть там и греческий, но греческий есть везде. Где православие там, везде есть греческое. И в России есть, и так далее. Но в основном там все грузинская, культура грузинская. И ничего абхазского, еще раз повторяю. А вот это мне дает самое веское основание утверждать, что и те силы, и абазги, и абхазы исторические, они были грузинами. А что дальше происходит? Что дальше происходит? Я уже иду к концу, скоро мы закончим, потом я готов ответить на ваши вопросы. Когда мир, внешний мир, познакомился с Кавказом, познакомился с Грузией, в том числе Абхазией, когда стали писать первые какие-то описания этих территорий, этого народа, абхазского народа, это уже позднее средневековье. Когда стали описывать эти народы, все, без исключения, все, не грузинские, а русские, немецкие, французские историки и этнологи, этнографию, которые изучали, все они писали, что это народ абхазы, пришельцы из Северного Кавказа. Вот сегодня современные абхазы вам скажут, вот был такой ученый Ингорохва, наш враг кровный, вот он написал, что абхазы никакие не абхазы, они были грузинами и так далее. Весь мир так писал. Весь мир так писал, начиная с 18 века до начала 20 века. Весь мир, кто что-то написал об абхазах, они все писали, что они пришельцы из Северного Кавказа. Раз вы учитесь в России, я назову вам первого русского профессионального историка Татищева. Это деятель Петровского времени. Он родился в 686 году и умер в 750 году. Это очень крупный государственный деятель. Он и военным был, и инженером был, промышленником был, кем только не был. Был губернатором Астраханской губернии. Тогда в России всего было 8 губерний, и Астраханская губерния охватывала там все вот это южные территории России. Он, помимо всего прочего, был историком и считается русским Геродотом. Это первый профессиональный русский историк.
И вот я хочу вам как раз привести, процитировать его, вот этого вот Татищева. Он пишет: Абхазия – это северная Мегрелья. Ну, сейчас в 18 веке немножко другой русский был. Вот он как писал: Ачежемню, часть Мегрельи северная. Ныне оной большую часть кубанцы наполняют. Понятно, человек пишет, что это северная Мегрелья, которую сейчас кубанцы наполняют, населяют. Большую часть его кубанцы наполняют. Вот вам прямое указание первого русского историка. Ну, я не знаю, кто среди вас там есть историки или нет, но я в Москве учился на историка, так сказать. И мне учили, что вот этот труд Татищева, его труды имеют значение источника. Он, знаете, как писал историю там, вот приводил исторические данные приводил. Фактически его труд – это сборник источников. И вот он нам говорит о том, что Абхазия – это северная Мегрелья, которую сегодня наполняют вот, кубанцы. Ну, кубанцами называли тогда вот русские летописи, вот эти вот северокавказцев называли кубанцами. Так, генерал Петро Симеон Палас, член Петербургской академии наук. Он пишет, по-видимому, вот абхазы, он их называет апсне, по-видимому, происходят из северо-западной части Кавказских гор. Немецкий ученый Клапрот, который также путешествовал по Кавказу, он также в своих книгах, 3 книги я знаю, на немецком и французском языках, которых черным по белому пишет, что вот они, потесненные черкесами, там перевалили горы и вот пришли из Северного Кавказа, вот эти абхазы. Так, есть Спенсер, ну это вообще, если его сейчас цитировать, вот прямо вот он говорит тоже, что вот они пришли из Северного Кавказа. Это англичанин. Так, Дюбуа де Монтере, это француз, но из Швейцарии. Был он членом Парижской академии наук, он путешествовал по Кавказу, в том числе в Абхазии был, и там, это в начале 30-х годов 19 века, потом издал книгу и опять-таки пишет о том, что вот они пришельцы из Северного Кавказа. Знаете, пока вот этот вопрос не получил вот очень острое такое политическое звучание, сами абхазы они не скрывали. Они, между прочим, до сих пор знают вот чисто абхазские фамилии, вот откуда их предки пришли из Северного Кавказа. Практически все знают сегодня тоже. А тогда тем более они это не скрывали. И самое главное, знаете, вот когда там иностранцы приходили, те же немцы, те же французы, англичане, и вот они видят храмы, здесь видят следы большой цивилизации, большой культуры, а живет полудикий народ, который очень далек от всякой культуры, никакой письменности, никакой религии такой цивилизованной. Вот. И сразу несоответствие вот этой среды, где они живут, вот этого народа. И потом они интересовались, расспрашивали, изучали и приходили к простому выводу, что они пришли из Северного Кавказа. Так, ну, я взял вот книгу, значит, есть такой автор,
Так, Дьячков Тарасов. Дьячков Тарасов в начале 20 века в 3 своих работах, также черным по белому, он вовсе не был прогрузински настроенным человеком, хотя он вырос в Абхазии. В Абхазии он вырос, работал в Тбилиси, был очень видным историком. И вот он в основном писал об Абхазии, по истории Абхазии, там Гагры и так далее, Гагры, его окрестности, его работы и другие. И вот он в 3 своих работах в 903 году, в 905 году и 909-910 год, последняя работа, вот там вот в 3 работах понятно пишет, что абхазы пришельцы из Северного Кавказа. Но я эту книгу взял для чего? Вам, наверное, известен современный русский ученый, диакон и профессор Кураев. Вам что-нибудь говорит это имя? Кураев в 2012 году был в Абхазии, там вел миссионерскую работу. Но у него там ничего не получилось. Он очень хорошо изучил историю Абхазии. И где-то в 2013 году в России там была где-то миссионерская конференция. Он там выступает, ему задают вопрос, там, что там в Абхазии вы видели, и что вы можете сказать об Абхазии. Я вам рекомендую, вот после окончания вот нашей лекции, в Ютубе посмотрите Кураев об Абхазии. В Ютубе посмотрите, вот как он отвечает, и он там ясно, четко говорит о том, что вот с этими храмами, которые величественные храмы, которые сегодня в Абхазии стоят, ничего общего современные абхазы этим храмам не имеют. Это грузинские храмы. А вот грузины оттуда были изгнаны турками, а не этими абхазами. И вот поселили вот этих северокавказцев. Вот. А потом он говорит, что вот да, абхазам, говорит, это очень неприятно вот это слышать. Но, говорит, они себя абхазами не называют, и это правильно. Они называют себя абхазами, когда беседуют там с русскими, или с туристами, или еще с кем-то. А между собой они говорят, что мы абсуа. Вот абхаз это грузинское слово. Вот, пожалуйста, современного русского ученого, профессора, ну, он немножко в опале от властей, насколько я знаю, но он очень крупный ученый, он и философ, и так далее, но и историю хорошо знает, он изучил историю, тем более церковную историю, и изучая церковную историю, он пришел к выводу, что современные абхазы к этим храмам древним никакого отношения не имеют. Вот я эту книгу взял, где у меня это цитируется, но я не буду время терять, сами можете вот сейчас после окончания нашей лекции вот в Ютубе посмотреть Кураев об абхазах и Абхазии. Да, я знаю это видео, могу распространить снова. Да, вы знаете, да, пожалуйста, распространите да, вот ребятам, и вот они сами это послушают и убедятся в том, что вот я вам сейчас говорил. Так, теперь вот что все же дальше произошло? Что дальше произошло? Когда этот вопрос был политизирован, когда Россия хотела, Российская империя хотела вот на этой территории заполучить такую опору против грузин. Против грузин почему? Потому что грузины всегда мечтали, а в конце 19-го, в начале 20 века уже велась борьба за свободу, за независимость и так далее. И вот Россия хотела иметь здесь очень такую твердую опору. И стали создавать историю о том, что грузины никакого отношения к этой территории не имеют. Написали книгу «Абхазия не Грузия». И вот здесь раньше Адама жили абхазы, живут сегодня, это их территория и так далее. И так далее и тому подобное.
Ну, уже в 50-х годах, после войны, в 50-х годах 20 века, на самом деле вышла работа Павла Ингорохва. Это капитальный труд. Это глубокое такое, но это филологическое исследование. Филологическое исследование. Георгий Мерчуле, автор произведения Григол Ханстелис Цхоуреба, «Житие Григола Ханстели». Ну, вы, к сожалению, не учились в грузинских школах, и вы, наверное, не знаете, но если историю прочитаете, познакомитесь, вы узнаете, что это очень важные личности в истории и культуре Грузии. И вот Павел Ингорохва посвящает этому Георгию Мерчуле и его произведению Григол Ханстелис Цхоуреба это исследование свое. Вот Григол Ханстелис Цхоуреба в этом произведении Абхазия упоминается. И вот Ингорохва объясняет, что такое эта Абхазия. Это в современном понимании Абхазии, или что такое историческая Абхазия. И вот он развивает ту теорию, которая существует с 18 века. И он развивает его основательно, он его обосновывает очень серьезно. И этот труд получил поддержку практически в 1954 году эта работа выходит, в 1954 году. 1955 год, выходят рецензии положительные. Даже партийная газета, русская партийная газета публикует рецензии, что это гениальный труд, и там все, что про Абхазию сказано, все это правильно и так далее. Но потом происходит 20-й съезд КПСС. Идет разоблачение культа личности Сталина. В 1956 году, 30 июня, выходит постановление ЦК КПСС о культе личности Сталина. Ну, это на съезде отдельно, а там специальное постановление. И через 10 дней после этого постановления, 10 июля 1956 года, выходит постановление президиума ЦК КПСС. Это потом вот что Политбюро. Фактически тогда называлось президиум, но потом назвали Политбюро. До того называлось Политбюро, потом тоже Политбюро, но на этом этапе называлось президиум, где вот все главные руководители государства были членами этого президиума. Он принимает решение об ошибках и недостатках грузинской партийной организации. И вот в этом постановлении сказано, что грузинская партийная организация не обращала внимания на то, что в Грузии притесняли абхазов, осетин и армян, что они старались их огрузить и так далее и тому подобное. И вот после этого ЦК Компартии Грузии, Центральный комитет, руководство Грузии вынуждено было осудить работу Павла Ингорохва. И с этого периода грузинам запретили прямо в смысле этого слова работать грузинским историкам по древней истории Абхазии. А если кто-то там, работая по смежной какой-то теме, упоминает Абхазию, он обязательно должен был написать, что абсилы и абазги – это абхазы. Иначе они там поднимали бунт. И чтобы бунта не было, вот так это было в советское время. То ушло советское время, ушел Советский Союз, и опять историки стали писать правду, но некоторые историки остались на старых позициях. Некоторые, далеко не все, но некоторые. Вот у меня есть, но я вначале сказал и еще раз повторю, между современными историками, которые вот так считают, что это возможно, это предки абхазов, и между ними, и между мною, например, Зураб Папаскири, мой очень близкий друг, мы очень близкие друзья. И вот у нас здесь маленькие разногласия, но мы дружим, совместные работы пишем и так далее. Вот я вам сейчас прочитаю
Вот что Зураб, сделав обзор, вот недавно совсем эта книга еще не издана, мы работаем над книгой, сейчас скоро выйдет, она на грузинском языке, там группа авторов, и вот Зураб как раз вот этот период освещает. И вот что пишет Зураб. Вот на грузинском, но я это перевел на русский. Олхети, то есть в современной Абхазии с древнейших времен, во всяком случае с первого тысячелетия до нашей эры, до конца VII века, в общем было грузинским. Вот это в общем было грузинским. И этот край, несмотря на этноплеменца органической частью государственно-политического мира, олхетилазики, то есть исторической агрессии. А вот здесь вот единственное там, несмотря на пестроту, он пишет, несмотря на пестроту. Но пестрота там, если была, но это были там негрелы, сваны, иберы, месхи там и так далее. Вот я так понимаю. Зураб понимает, что там вполне возможно, что были и предки современных абхазов, но и Зураб тоже говорит, что они такие абхазы, которые говорили, молились на грузинском языке, которые участвовали в строительстве грузинского государства и так далее. Вот такова разница, она, как видите, не очень большая, но я постарался такой общий обзор вам сделать. Если у вас будут вопросы, я буду с удовольствием на них отвечать. Да, получилось очень подробно, спасибо большое. Я сейчас попрошу ребят, у кого есть вопросы, задавайте их в порядке очереди. И пока первый вопрос я хочу задать. Пожалуйста. Мне интересно вот период Грузинской Демократической Республики. Действительно ли Абхазия была в составе Горской Республики, как утверждают абхазы? Так, вот как раз в работе, которую мы сейчас делаем, вот эту часть, это моя часть, период Грузинской Демократической Республики. И я особое внимание как раз уделяю этому вопросу, была ли Абхазия частью Горской Республики. Ну, во-первых, что из себя представляла Горская Республика? Горская Республика фактически существовала, можно сказать, на бумаге. На бумаге существовала. А то, что горские руководители этой республики, когда объявили Горскую республику 11 мая 18 года, и это произошло в Батуми, где проходила конференция. В Батуми тогда турки владели Батумом, согласно Брестскому договору. Вот тогда вот они там указали границы, и никакой Абхазии там нет. Никакой Абхазии нет. Но они всегда претендовали на Абхазию. Всегда претендовали. Я это подтверждаю, вы там документов увидите. Эта книга скоро выйдет на грузинском, потом на английском и на русском тоже. И увидите, что горцы, да, претендовали, и среди абхазов тоже были деятели, которые хотели присоединиться к Горской республике, но Абхазия никогда не входила в состав Горской республики. Абхазия всегда, когда была Закавказская республика федеративная, входила в Закавказскую федерацию, а когда была образована Грузинская Демократическая Республика, входила в состав Грузинской Демократической Республики. Были люди, которые ездили туда, на Северный Кавказ, абхазы, некоторые там личности, которые никого не представляли там, кроме кучки сепаратистов. И они говорили, что вот мы хотим с вами. И там тоже были люди, которые хотели присоединить к себе Абхазию, но они саму эту горскую, там, на севере не имели реально республику, и присоединить Абхазию, тем более они не могли. Абхазия не граничилась, реально не граничилась этой горской республикой. И никакого отношения, в принципе, они не имели.
Ну, они там делали летом 2018 года заявление, что вот там грузины оккупируют Абхазию и так далее. Это было один раз только, а потом такого не было, потому что это Горская республика, если на бумаге существовала благодаря Грузинской демократической республике. Одним словом, отвечая на ваш вопрос, я вам скажу, что это неправда. И существуют документы, доказывающие это. Документы самой Горской республики. И вот я использую в этой работе документы Горской республики. Из них видно, что они претендовали, но никогда Абхазия не входила в состав Горской республики. Так, спасибо.